Этот фильм ожидали многие, кто видел в далеких 90-х полюбившийся всеми телевизионный сериал с одноименным названием. Да, мы говорим о премьере нового якутского фильма от режиссера Анатолия Кириллина и Кияры Юмшановой «Ыллылар», что в переводе с якутского означает «соседи». Это комедийный фильм расскажет о жизни уже полюбившихся героев сериала, которые живут в наше с вами время. История перекинула их с лихих 90-х почти на 20 лет в наше настоящее, где судьбы старых знакомых случайно переплетаются с новыми героями невероятным образом цепи случайностей. У героев выросли дети, появились внуки и новые соседи. Мы встретились с режиссерами фильма «Ыллылар» Анатолием Кириллиным и Киярой Юмшановой и поговорили о новой картине, тонкостях работы и планах на будущее. Как оказалось, идея создания полнометражного фильма по полюбившемуся якутскому зрителю сериалу витала давно, особенно среди самих же зрителей. За идею трансформировать сериал в полный метр решился новый руководитель концерна «Саха-фильм» Дмитрий Шадрин. В конце 2015 года он собрал съемочную группу и дал старт. Витала эта идея давно, в принципе, да, когда среди народа, среди зрителей, почему вот не снимают «Ыллылар», соседи. И вот Дмитрий Васильевич мне как-то сказал, что давайте, может, попробуем это реанимировать. Ну и я как-то с такой, сперва с опаской, это была большая ответственность, с большой опаской это воспринял, но такое желание было поработать, и я согласился. Анатолий Кириллин, режиссер и продюсер студии «Магдис», любит фильмы Леонида Гайдая, особенно картину «Операция И». Нравится кино за то, что в зале всегда много народа. Верит в НЛО и уверен, что инопланетные существа его точно разглядывали. То, что вот формат сериальный, мы, конечно, рисковали, и руководство Саха-фильма рисковало, что как это воспримут, да, зрители. Потому что раньше был сериал, это художественный фильм и сериал, ну, полный метр. И сериал, это, конечно, концепция, там разные вещи, да. Где-то в сериале, допустим, там 20 минут смотришь и всю неделю там, допустим, дальше. А тут просмотрели там 1,5 часа и все. Ну, и по восприятию мы, конечно, вот попытались какой-то симбиоз сделать, чтобы зритель почувствовал тот сериальный дух и также уловил вот полный метр. Дорабыларым, убегай ты. Кто тут идти? Сценаристом картины выступил молодой сценарист Юрий Харбанов, который, к слову, во времена лихих 90-х, когда играли в Дэнди и Тетрис, носили джинсы Мальвины, смотрели утиные истории «Дикий ангел», с большим интересом следил за жизнью героев сериала «Ыллылар». Тогда ему было 10 лет. Ему было чуть больше 10 лет, но он все это хорошо помнил. Ну, как говорится, детская, да, память, она более такая. И он всех своих героев очень любил. И он предложил, давайте я сделаю такой сценарий, попробую. Ну, конечно, мы согласились, и он проработал все, написал, и по этому сценарию мы начали работать. Удивил процесс написания сценария. Человек сел за сценарий и в течение 10 дней написал. Как, откуда такие идеи у него возникают, это было интересно. Переплетение событий, несколько подсюжетов, раскрытие героя там, через действие. Вот меня удивил этот сценарист. Юмшанова Кияра Мировна, выпускница Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, работает в кинокомпании «Саха-фильм». Любит красный цвет и фильм «Лолита». Любимый жанр – мелодрама из-за гармонии и ужасы из-за тайны фантазии. С девизом «По жизни невозможное возможно» хранит деньги в кармане в крупной купюре и мечтает снять свой собственный фильм. Со стороны вот сложности, если посмотреть, это нам надо было задействовать по возможности, да, старых героев прежних, как они вот прожили эти годы, все это надо было продумать. Потом, как влить туда новых. Потому что задача-то стояла какая? Это вот прошло почти 18 лет
И зрители, кое-кто забыл, кое-кто помнил. И нам надо было, стояла задача вот сделать так, чтобы люди все это вспомнили. Самых таких вот основных героев мы взяли. И попытались влить туда новые, да, которые внуков, там, детей. В полнометражной версии сериала появятся полюбившиеся герои Анатолий и Изабелла Николаева, Ефим Степанов, Наталья Степанова, Наталья Слепцова-Корякина, Евгений Пивоваров, Иннокентий Луковцев, Анна Кузьмина, Домна Уйгурова, Яла Мосов, Гаврил Спиридонов, Жанна Ксенофонтова, Василина Баланова и Надежда Савинова. Взяли семью Славы и Ларисы, которые там тоже были основные, да, ихняя бабушка, потом вот внучка подросла. И вокруг вот этой семьи вот это вот все как бы завертелось. Ну и постарались самых таких народных любимцев, там, Камбоя, да, который играл Кеша Луковцев очень хорошо. Ну и, конечно, Сидорько, это вообще вот для нашего народа такой человек, который, да, народный человек, которого все любят, особенно дети, вот, ага, Сидорько, Ефим Николаевич Степанов. Он сам говорит, я уже столько в театре сыграл, столько сделал, но народ меня знает, Сидорьки. Ай, копой! Нентера, много так. А я много Есть такие персонажи, которые из-за них завязка начинается. Но они как бы не главные, второстепенные, но они решающую роль там играют в сюжете. Там каждый характер интересен. И мы постарались как можно внимательнее выдержать тот характер персонажа, который был дан в том сериале. По мнению ассистента режиссера Кияры Юмшановой, фильм будет интересен обоим поколениям, как отцам, так и детям. Практически тургеневский роман, точнее комедия. Но, как говорят, в каждой шутке есть только доля шутки. И в картине «Соседи» тонко и с юмором затронуты злободневные темы современности, понятные и близкие каждому из нас. Актеры Сахатеатра там великолепно сыграли, профессионалы высокого уровня. И там есть молодое поколение, которое вот там раскрываются некоторые моменты, проблемы, возможно, из обыденной жизни. И там ставятся вопросы нашего времени. Молодому зрителю будет интересно, потому что в некоторых местах там весело, в некоторых заставляет задуматься. Я думаю, общение вот старшего и младшего поколения там хорошо показано. Останавливаться на одном жанре комедии режиссеры не планируют, как раз-таки наоборот. У них большое желание снять фильм в жанре ужасов или драмы. К слову, по мнению Кияры Юмшановой, именно жанра драмы в якутском кинематографе не хватает. Хотелось бы снять, конечно, попробовать другие какие-то, да, жанры. Там в ужастиках хотим там что-то придумать, фантастики, там потом еще драма. А еще полнометражный мультфильм хорошо было бы сделать. Главная идея. Ну и, конечно, вот по веянию нового времени, конечно, финансы. Если мы это будем решать, то у нас куча проектов. В планах у режиссера Анатолия Кириллина снять продолжение фильма. Возможно, будут «Соседи» дубль 2 или «ЛЛР. Реинкарнация». А у нас идеи возникли при съемке даже, да. Каждый актер уже начал прорабатывать следующий раз. Я буду так делать, эта история такая, моя такая будет. Ну, уже мы жили там уже такой сериальной жизнью. Конечно, хочется дальше все делать, но полный метр. И, конечно, вот то, что зрители как воспримут, это будет для нас как бы отправной точкой. Впрочем, это довольно распространено среди кинематографистов. У якутского кино есть подобный опыт. Может, и «Соседи» Кириллина ждет такая же судьба. Точнее, не «Соседи» режиссера, а фильмы ЛЛР. Это станет известно в первые недели проката. Но многие прочат фильму большой успех. Самое большое пожелание, чтобы они не строго судили и поняли, о чем мы хотели сказать. И, конечно, именно если думать о проекте, вот, да, ЛЛР «Соседи», я желаю, чтобы они вспомнили тот сериал
и как-то сопоставили вот факты, да. И, конечно, вот просто подготовились к дальнейшим историям. Потому что вот когда мы тестировали, смотрели, там все-таки зритель, наверное, будет выходить с таким вот, а что будет дальше? Потому что там заложены какие-то истории, да, и концовка открытая. Поэтому, наверное, кто-то, если думал, что все какую-то вот историю такую законченную увидеть, да, как в полном метре, тут, наверное, вот сериальный такой этот формат, он все-таки сделал свое дело. Поэтому зритель, наверное, будет выходить, дальше-то что будет? Вот давайте я пожелаю всем, чтобы мы после просмотра этого фильма все жили одним таким вопросом, а что будет дальше? Скрестим пальчики и пожелаем новому якутскому кино удачи. Все. Снято! В связи с тем, что на экраны вышло очень много добротной анимации, мы решили приурочить нашу викторину к мультфильмам. Что общего в этих картинках? Свои ответы присылайте на почту movie.eca@mail.ru. Условия участия узнавайте на сайте ECA. С приходом интернета у многих людей появилось собственное мнение, заимствованное у других, или, как иначе объяснить, феномен Бэтмена против Супермена. Фильм был раскритикован в пух и прах с момента своего выхода, но продолжает бить рекорды по сборам, а люди продолжают на него идти и выходят из кинотеатра довольными. Довольными аж на 2,5 миллиона рублей. И это только подсчет по республике за первый прокатный уикенд, что весьма впечатляет. Кроме вышеозначенного, в кинотеатрах Якутии прокатывается еще немалое количество фильмов, если вы забыли. «Смешарики», например, не показали высоких сборов за все время своего проката, собрав 959 тысяч за 3 недели и 240 тысяч за прошедшие выходные. Возможно, история о перемещении сознания из одного тела в другое оказалась блеклой по сравнению с титаническим «Зверополисом» от студии Disney, которые в Якутии посмотрели на почти 10 миллионов рублей за все время проката и на 136 тысяч в выходные. Коммерческий успех при грамотной режиссуре и качественной анимации обеспечен почти всегда. Не стоит списывать со счетов другой, почему-то забытый и оттого собравший 248 тысяч за первую неделю проката «Лунный флаг». Это прекрасная анимационная картина от испанского режиссера Энрике Гата, подарившего миру Теда Джонса, стоит вашего внимания хотя бы из-за этого. Продолжает сдуваться боевик с Джеральдом Батлером «Падение Лондона». Но вы знаете, отвратительная погода, дрянная еда и Мэри Поппинс. Лондон. 77 740 рублей за минувшие выходные и почти 1 200 000 за все время в Якутии. Вполне себе хороший результат для боевика средней руки. Так он блокбастер? Что поделать, селяви. В общем, любите кино, а не деньги. До скорых встреч!